Доброе утро, ребята. Ну что, очередной выезд. Конец декабря, ребята, и бонус, так скажем. Не знаю, ну уже проверено, ребята, что такое расположение погоды бывает влияет на хорошую рыбалочку. Совсем недавно, неделю назад были минус 40, ребята. А сегодня по прогнозу +1. Оттепель. И так сложились карты, что у меня был запас живца, ребята. Еду на Таежное озеро жерлицей попробовать половить щуку. Вот такие перепады, особенно в оттепель, щука бывает начинает шевелиться. И сегодня, ребята, попробуем посмотреть, так скажем, получится, не получится. Ну а так, конец деревни, ребят, выскочил. Сейчас ухожу в поля и дальше больше погнали. В районе 15 километров, ребят, до озера. Сегодня налегке, так скажем, ничего особо не брал. Ну, ребят, взял сани-палатку. Всю, ребята, ночь шел снег. Смотрите, сколько снежку припалило, так сантиметров 7-8, наверное. Хорошенько так припалило. И, в общем, на озере я понимаю, что будет, ребят, непогода. Тем более днем обещает дождь. Я взял сани-палатку от компании Тафалар. Если что, мы ее быстренько вскроем и будем кайфовать. Взял стульчик и, в общем, будем сидеть, укрываться от непогоды, так как на озере никуда не спрятаться, в лес не заехать, болота. Ну а сидеть на таком ветре с дождем, ребят, тоже такое себе удовольствие. Соответственно, посмотрим. Ну, понадобится, не понадобится, а так вещь прикольная. Как-то так, ребята, живец есть, живец-елец, хорошенький, такой небольшой, средний живчик, то, что нужно. Бур, перекус, ну и вперед, ребята. Вперед, вот в ту сторону. Потихоньку скоро начнет расцветать. Сегодня получилось пораньше. Пока тротуарчики почистили, туда-сюда, термос, шмермос и погнали. Все, давайте со мной, ребята. Поехали. Вот такой, ребят, свежий снежочек. Такой он прилипает, видите. Будем все снежные, наверное, пока доедем.
Ну вот и долетели, ребята. Блин, по такому снежочку, конечно, красота. Мягенько. Все вот эти неровности смыло, замыло, так скажем. Приехал, ребят, в конец озера, как обычно. Смотрю, здесь стояли, видать, с ночевкой. Дрова вот даже. Лунки, вода выскочила. Речку проезжал, тоже за береги, ребят. Смотрю, вода выскочила. Ну, снег даванул, понятное дело. Сейчас вода попрет. А так шикарно, такой воздух, ребят. Прям дышится, знаете, ну, блин, как весенний. Красота. До этого морозы были, дышать невозможно было, а тут прям класс. Ну, такой снежок, ребят, смотрите, залепило как бы всю подвеску. Но это ничего страшного, это просто залип. Вот так в санях. Жесть. Сегодня, ребят, хочу поискать. Уже здесь не хочу ставить, как я всегда здесь ставлю. Хочу, ребята, вот по этой стороне полосу дать. Вот так. Отсюда начну. Вот так, как клюшку, ребята, сделаю и по прямой дам. Сколько получится у меня, там в районе 20 жерлиц. Вот их поставим. Тепло, класс. Сейчас разденусь, буду в флисочке на шуруповерте, ребята. Все, в принципе, можно начинать. Рассветает. Сейчас сделаем по красоте. Пришел, ребят, чехольчик на шуруповерт. В прошлый раз, когда я ездил, показал этот шуруповерт, столько негатива, какие-то комментарии, там ссылки, Андрюха, покупай за 50 тысяч рублей. Я же, ребят, не покупал его для шуруповерта, я его взял для строительства и просто взял и решил попробовать. Я там не нахваливал ничего, то что у меня там 5 батареек. И многие там сказали, что он не тянет. На самом деле, ребята, все правильно. Там многие написали, что просто замерзла батарейка. Изначально, когда я начинал, он не сверлил нифига, а потом попер. Батарейка возбудилась, как бы согрелась сама по себе и начала работать. Вот, сейчас есть чехольчик. Кстати, вот так выглядит, ребята. Там получается резинки, здесь молния. И еще получается дополнительно вот такая еще сумочка под дополнительную батарейку. Вот. Ну я еще взял, ребята, еще 2. Так как сказал, что у меня их 5 штук.
Нормально, ребята. Нормально бурит. На первой скорости. Шнек 150. 130 будет вообще огонь. Надо будет взять какой-нибудь недорогой. Ну все, класс. Вот погода, вот сегодня, ребят, жерличная. Прям бомба. Так. У меня сегодня, ребят, эксперимент. Я, в общем, комплект жерлиц, ребята, сносил Пашкиными двойниками, которые, помните, кто смотрел, посылочка была у меня с Москвы. Щучьи двойники, французские, в принципе, написано, но не знаю, точно, не точно. Но двойники огонь, ребята, на самом деле. Убийца щуки, сейчас покажу, как он выглядит. Смотрите, ребят, вот такой двойничок, смотрите, видите? Вот в связи вот с этими загибами щука, когда глотает, ну или судак, или налим, и не чувствует, ребята, ну, накалывания и так далее. Эти двойники, конечно, надо использовать, когда стоишь с ночевкой, жерлицы без присмотра оставляешь. Очень что понравилось, вот здесь, ребята, загиб. Надо, получается, двойничок разогнуть, а так, видите, он сам по себе не вылезет. Если, вот, допустим, у меня были ямановские, у меня здесь они была сплошная, и вот так петля ходила спокойно, и двойник частенько терялся. Здесь уже такого нету. Пашка, братишка, будешь смотреть, тебе огромный привет. Сейчас с Пашей я на связи. С Москвой. Раз, два, три, 4. Буду поднимать, ребята, на один оборот выше. Вот. Так, здесь трава у нас вроде, да, получается. Ну и живец, ребята, у меня бомба. Елец, плотва. Вот такой стандартный. Классный вообще живчик, ребятки. Это то, что до этого ездил, подлавливал ельца в мороз еще. И то, что с ночевкой в палатке был, тоже немножко подлавливал. Так. Ну, закапывать не буду, сегодня нормальная погода. Тепло. Вот как-то так, ребята. В общем, Пашка, кто смотрел, отправил у меня двойников, я не знаю, там штук 50, наверное, поводков штук 50 и грузов штук 50. В общем, у меня вот так, ребята. Если кому интересно, ребятки, пишите мне ВКонтакте, в группе ВКонтакте, а в телеге, все ссылки в описании, ребята. Если кому надо такие двойники, поводки, там что-то все планово по жерлицам, кружки там, Пашка может организовать, в общем. Братишка занимается этим делами. И, в общем, если кому интересно, ребята, я могу свести. Все, работаем дальше. Сегодня хочу по новой технологии поставить, так скажем. О, живчик работает хорошо. Все по-разному ставят. Кто-то сначала жерлицы расставляет, потом бурит. Я вот, допустим, 3 лунки бурю, ребята. Потом иду, возвращаюсь, ставлю. Возвращаюсь, ставлю. Так вот, я вот сейчас поворачиваю и напрямую. Вот так и попрем. Погода кайф. Сейчас я выйду напрямую, ребят, и буду вот так. Чуть берег, чуть глубже. Чуть берег, чуть глубже. Такой макар у меня будет. Так. Вот как-то так, ребята.
Кайф, конечно. С такой погодой, блин. И так все сложилось. И живца как раз подловил. Хотел на дальняк мотать. Нормально, не напрягается. Все хорошо работает. Ничего не давлю. Но ножи хорошие. На озере песка нету. А вот на реку поеду. Там уже все, ребят. Там лунка к лунке. Можно воткнуться. Вот так. Так и попрем. В 9 часов вроде или в 10 дождь обещают. Циклон. Надо успеть выставиться. Уже порядком рассвело. Я полностью, ребят, до льда не чищу. Шапку оставляю. Во-первых, жерлица стоит выше. Ее видно. Это раз. Мне кажется, сегодня жерлицы постоят. Завтра здесь уже будет вода. Это два. То бишь шапка она не дает до самой жерлицы добраться. Здесь будет вода, а жерлица будет на поверхности. Если сегодня плюс, то хрен знает эту погоду. Завтра может будет и минус. И чтобы жерлица не вмерзла, как бы шапка это выручает. Вот как раз жерлица, ребят. Вот Пашкин поводок, который он мне прислал, 25 сантиметров. Шикарные поводки, которые я люблю. В общем, посмотрим. Этот комплект я полностью обновил. А тот комплект буду постепенно обновлять. Живец, конечно, ребята, у меня бомбовский. Вот такие ельчики. Но это маловато, конечно. В основном покрупнее идет. Блин, что-то я надеваю, я глубину-то не вымерил. Ну да ладно. Можно и так, и этот, без разницы. Блин, живец, конечно, ребят, зверь. Под компрессором. Да, глубину-то я не вымерил, ну ладно. Сейчас вымерим. Что там у нас? Раз, два, три, 4. Обычно сначала вымеряешь, а потом живца насаживаешь. Смотрю, многие тоже неправильно делают. Вместе с живцом отправляют. Это неправильно. Перешел, ребята, уже на второй комплект. Ну, тут сборная солянки у меня. Всякое разное. Второй комплект. Это я с этих желез начинал. Там 2 я сначала купил, потом 3. И вот так у меня и получился, ребят. Бубенчики тут я ставил, всяко для себя. Кстати, многие пишут, что Андрюха неправильно ставит желицу. Ну, расположение. Я говорю, я-то понимаю, ребят, но видите, я под левую руку все делаю, как бы для меня так удобнее. Для меня так удобнее. Ну, правильно, неправильно, но так-то работает все, ребят. Также сработки, также щуку ловлю. Раз, два, 3, 4. Так что здесь, как говорится, от перестановки слагаемых сумма не изменяется. Вот и тучки вот эти идут по ходу. Вот такие циклоны сегодня будут. Снега, мне кажется, навалит. Мама родная. Ну, зато все. Машины. Сезон закончился. Если мужики еще ездили на рыбалку на нивах, на квадроциклах, видишь, какой бойкий, то все, ребят, сезон гусянок. Только так. Сезон гусянок начинается. Откройте личико, товарищ елец. По коме, кстати, у нас есть свой язык, ребята, кто не знал. По коме называется мык. Рыба мык. Я коме так, чуть по чуть знаю, но не располагаю, ребят. Я русский. Мысль такая в голову, ребят, залетела. Ну вот я сказал, что у нас Республика Коми, да, свой национальный язык есть, коми язык. Там, ну, у нас многие разговаривают, как бы получается.
и в школах преподают, получается. Но, говорю, вот я, допустим, что у моих родителей, что бабушка, все русские, как бы, и у нас относительно, мы хоть и в Коме родились, но такого прям нету. Ну, так я говорю, я поработал, у меня напарник был Лючки Коми, капитальный прям такой комичок. Хотя многие обижаются, что называют комиками. И, допустим, ну, какие-то слова я знаю, там, допустим, виджаоны, там, это здравствуйте, там, кок, там, нога, ки, рука, там, такие дела. Сейчас что-то такая, говорю, мысль, ребят. Ну, я знаю, что у меня многие смотрят с различных стран, там, с республики, там, казахи, там, и, в общем, ребят, напишите комментарии, там, Андрюха, удачной рыбалки, ну, по своему языку, там, по украинскому, там, по Казахстан. Ну, короче, ребят, вы меня поняли. Короче, будет интересно. В общем, всем привет там. И по своему что-нибудь такому сбацать, какую-нибудь там прикольную тему. Было бы круто посмотреть. Неужели, ребята? Уже последняя 2 жерлицы, остатки. И вот сработка с бубенчиком. Хорошо слышно было. Пойдем смотреть. Поставил 2 минуты, ребят, не мотает. А вот, кстати, обещанный снег с дождем в 10 часов, который обещанный. Вот, походу он и идет. Сейчас вот затянет все. Ладно, посмотрим, что тут у нас. Даже покрутило даже, ребят. Даже покрутило. Ну, хороший удар был. По хвосту, видите, достался. Первая сработка. Ну да, даже вон сколько вымотало. Ладно, у меня, ребята, 2 жерлицы осталось, и будем пить чай. 1, 2, 3, 4. Щучка есть какая-то. Тут вон трава видно, в траву сразу затащила. Ох, снегопад попер, блин. Не успел я немножко. Иду обратно, ребята. Вот как раз доставил, и вот опять сразу сработка на глазах. Эти уже крайник ближе к берегу, ребят, поставил. Думаю, так на разведку все-таки посмотрим. Ну, сработало. Здесь еще плохо, ребят. Здесь чашки вот на этих жерлицах маленькие. А лунка 150. Нефиг делать, может утащить даже. Это вот как раз уже у меня старые, ребята. Отброски, которые только начинал. Но будем смотреть, ждать, что только-только щелкнул. Видно, леска ходит, живет. Камера села, ребята. Придется без камеры брать. На телефон снимаю. Ну, вымотка пошла, будем брать. Эх, ребята, жалко, жалко. Не подрасчитал, короче, батарейка села. Вроде и тепло, но все равно ветерок. Подстывают, ребят, батарейки. Зимой, конечно, контент снимать сложно. На телефон поснимал, показал, как она мотает, ребята. Ну, смотрю, поперло хорошо. Прям уверенно. В общем, 3, ребята. Взял я трофейчика. Это, походу, самая крупная, ребят, сезона. Ну, в районе 3, наверное. Вернулся до техники. Короче, сейчас поедем отцеплять. Блин, круто. Как вам, ребята?
Хороша, да, мать? Но трешки нету, ребята. 2700 есть. Какая-то пустая. Брюхо пустое, ребят. Но она, так смотрю, интенсивно начала мотать. У меня уже, смотрю, леска заканчивается. Я телефон, ну, куда его поставить? В сугроб же не буду втыкать. Хороша, ребята. Ух, хороша. Сразу. Ну, трешки нету, да, что-то я со страху тут наговорил. 2600, 2700. Ну, короче, к 3, ребята. Вот это мне уже нравится. Это мне уже нравится, ребята. Рыбалка уже состоялась. Уже хорошая щука. Блин, с такой щукой уже можно котлет крутить, ребятки. Вообще, на раз-два. Все-таки нашел, ребята. Нашел. У меня в начале сезона было 2,5, когда мы с Васильевичем выезжали. Потом вот двушку на морозе брал. Это, ребят, самая крупная сезона пока. Я так понимаю. О! Я еще, ребят, и пробил. Смотрите, куда. То бишь, ничего себе. В челюсть, короче, ребят, я пробил. А в пасти-то что творится? Ужас. Ох, охренеть. Там еще прет. Она начала выплевывать. Смотрите, ребята. Такая здоровая щука. А питается, смотрите, ребята, кушками какими. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Там у нее еще прет и прет. Она, короче, хапнула, начала выплевывать мою сороку. Я ее подсек, и в оконце вот она еще выплюнула, ребят, смотрите. Она их тут в траве, наверное, гасит как-то. О, какая кормовая база. Видали? Вон там еще лезут, блин. Хороша. Ну, не знаю, ребят, дома завесим. Я безмен в сумке у меня. Я не взял сумку с собой. Так что посмотрим потом. Дома обязательно завешу. Круто. Все, насаживаю. Едем чай пить. Вот это кайф. Вот это нормально.
красотка. Черная. Очень красивая щука, ребята. О, какая голова. Пожирательница, блин, окуней. Ну вот хотелось бы показать, ребят, как получилось. Вот у меня вот так пошло. Так. И вот, в общем, я близко к берегу не сувал, короче, вот так. И получается, вот так вышел. Вот у меня бур уже. 20 штук, ребят, я поставил. Очень далеко, расстояние метров 200. Сработки, вот, допустим, вот на тех крайних тяжело будет видно. Ну вот хорошо, есть камера большая с зумом. Можно, в принципе, вот так просматривать. Очень удобно. Пару слов по шуруповерту, ребят. Ну что, вот получается 20 лунок, сантиметров 30 лед, 150 шнек. Все нормально. Я, правда, батарейку не смотрел, но как работал, так и работает. В общем, да, батарейку надо греть, ребят, за пазуху, и в целом как будто бы нормально. Просто там такой ажиотаж вообще, там говно, не говно. Да я, ребят, говорю, не брал для именно вот этих целей, как бы я брал как инструмент. Просто решил тут раз попробовать, и не знаю, почему столько комментариев сыпануло там. В общем, нормально, ребят. В чехольчике уже не так обдувает, конечно. Да и погода сегодня такая теплая, соответственно, как бы нормально. Сильно не замерзает. Ой, чай, ребята, сказка. На природе чай очень люблю пить. Когда уже все дела готовы, все уже стоит, заряжено. Так, ну в общем у нас пока 2 сработки и ближе к берегу. Интересно. Поглядим дальше. Дальше поглядим. Время 10:30. Ну такого прям бешеных сработок я не вижу, ребят. Ожидалось, конечно, как будто бы по-другому, потому что в оттепель, я в оттепель частенько выезжал, и вот реально щука прям активная. Блин, там те жалится вообще плохо видно, конечно. Сегодня с собой взял, ребят, санки-палатка. Это от компании Тофалар. Что данная техника, что вот ребята тоже производят. Интересная такая палатка, ребята, получается. Ну, здесь я обзор делал уже. Здесь вот такие дуги. И она как гармошка получается. Вот так раз. И расстилается. 1,5 метра сани. Еще получается 1,5 метра идет выход. Есть дверь, окна. И получается здесь можно устанавливать ящик, стульчик. И вот тут у тебя 1,5 метра для рыбалки. Ну, в принципе, я особо не брал когда-то на живца. Тоже ее не расстилал. Сейчас не буду распаковывать, ребята. Есть обзор, кому интересно, на канале. Ссылочку, кстати, оставлю. Посмотрите, кому интересно. Такой вариант. Она просто вся в утяжках сейчас. Также вот есть юбка. Данные палатки, когда расстилаешь, можно закапывать. И, соответственно, в эту юбку она и складывается. Куча утяжек, да просто снежная будет, не хочу. Вроде дождя нету, можно сидеть. Прикольный вариант, кстати. Сейчас в данный момент можно что-то и перевозить в санях, и у тебя как палатка постоянная с тобой. Использовать как под вещи и не заморачиваться, что взял палатку, не взял, она всегда с тобой. Тоже прикольный вариант. Блин, ну снега, ребят, смотрите. Нахерачило сколько, блин. Снега нафигачило. Пухляк. Отбойника здесь нету. Соответственно, нафигачило. Потому что гусянка борзая здесь. На 600-ке. Это тайговская подвеска. Тайговская гусянка. Грунтозацеп не маленький.
Блин, подкидывает неплохо. Короче, если кому интересно, ссылку, ребята, оставлю. Я показывал обзор. Так что посмотрите, кому интересно. Тишина, ребята. Работок нету в конце. Ну, вот эти желицы мне не видно. На камеру-то, конечно, класс. Так посмотреть, взял, все. Угу. Сработок нету, ребята. Сижу, балдею. Наверное, пообедаем. Сколько время-то у нас? Времечко. Время без 10-12. Ну вот. Я так понимаю, это утренние были сработки, ребята. Сейчас надо будет ждать вечерние. Тишина, ребята. Тишина. Молчит. Перекусим. Есть горелочка у меня маленькая, походная. Есть, ребята, каша перловая со свининой. Сейчас прям разогреем в банке, покушаем. Есть бутерброды, конечно, но очень горяченького что-нибудь. Всегда вожу, ребят, с собой. Что летом, что зимой. Был, помню, какой-то момент даже у меня случай. Ну, есть у меня грешок, ребята, покуриваю я. И, короче, то ли зажигалка у меня отсырела, то ли что, не помню. Ну, короче, без спичек я остался. Хотя и запасные всегда с собой есть. Но что-то, короче, получилось так, что, ребят, остался без спичек. Ну и вот потом вот прикуривался от нее, короче. Согрел, ребята, кашку. Сейчас как поедим и пойдет мать. А так просто кашу поем. У меня даже ложки нету. Надо хоть в кофру закинуть, блин. А то постоянно, что если безмен там тот же, да, вот взвесить щуку. Он у меня в сумке лежит там со всеми прибамбасами. Если посуда, то она там в сумке. А вот так, что дежурного ничего нету. А с ножа поем, ребят.
Чайком-то пойдет. С ножа, говорит, нельзя есть. Живым будешь. Куда уже живым-то? Куда хуже, ребята. Поеду прокачусь, ребят. Может, шуманем щучку. Может, щучку шуманем. По берегу обычно вот так ездишь, бывает, ребят, работает эта тема. Частенько уже я замечал сам. О, ребята, у нас работка. Я только-только в камеру смотрел, не было. Это вот буквально сейчас на глазах. Предпоследняя желица. Предпоследняя жерличка. Только-только, получается, щелкнула. И помотал, я смотрю, так. Даже как будто. А я только большую камеру смотрел, не было. Вот, последняя, предпоследняя. Все-таки берег, блин, а. Вот этот край работает. Что там интересно у нас дальше? Ветер, блин, поднялся. Постоим, что покурим. Ветрище, ребята, поднялся. Вот сейчас стою и думаю, блин, перебуривать через одну хотя бы. Вот именно вот эту полосу ближе к берегу. Потому что, ну вот, все сработки, то, что сегодня были, вот именно немножко ближе к берегу. Хотя, говорю, до этого, блин, вообще берег не работал. Ладно, не мотает. Будем проверять. Ну, даже немножко и помотало, ребят, смотрите. А что выплюнуло-то? Смотрите, опять такие порезы. Блин, да и порезы такие нехилые, блин, а. Порезы такие нормальные. И он в траву сразу. Почему-то выплевывает. Что-то не нравится ей. Ладно, заряжаем. Решил, ребят, я сместить через одну, которую вот по этой линии бахну. А вдруг кто ищет, тот всегда найдет, как говорится.
все, друзья. Рыбалку будем, наверное, завершать. Полчасика еще постоял. Живец, конечно, не важен, вообще не важен. Такой еле-еле. Получается, в 9 я начал бросать. 9, 10, 11, 12, час, 2, 5 часов, и он уже еле-еле. Соответственно, если сейчас вечерние какие-то ночные сработки будут, то, ну, грубо говоря, на мертвого живца будет хватать. Ну, мы здесь и рыбачили на мертвого, в принципе, рыбалка была, но тут раз и щука клювала, конечно. Так что будем сворачиваться, ребята. Вот, смотрите, 5 часов, грубо говоря, светового дня. И все. Поеду потихоньку домой. Жерлицы оставляем. Завтра приедем. Но мне кажется, поеду я завтра рыбачить белую. Хотя у меня и опарышей нету. Надо будет придумать что-то. Ну ладно, будем глядеть, как говорится. Не буду загадывать. Рыбалка, в принципе, состоялась. 3 сработки у нас было. Одну хорошенькую забрали. Уже неплохо. Дома. Ух, вот это припылили, ребята, это называется. В прямом слое припылили. Все в снегу, блин. Ну вот, ребят, добрался до дома. Вот у меня еще тут живчики чуть-чуть. Сейчас завесим. Ну, я где-то говорю, где-то около 2700. Что-нибудь такое. Доставать уже не буду, руки морать. Пакетом взвешу. Ну, немножко ошибся, ребят. 2,565. 2,565. Я думал 2,700 где-то. Ну, как-то так.
2,5. Хорошая щучка. Хорошенько. Вот, ребята, здесь я вчера стоял, вон здесь кровь от щуки. Здесь мы кушали, сидели, вот здесь я натоптал. И вот эта первая жалица, она и сработала. И вот потом пошло. Сразу за ней вторая, потом третья. Так, там потом тишина. Так, тихо. 3 сработки получается. Так, там 4-я вижу. Так, это у нас уже конец. 4-я по центру. О, видите, ребята, флажок валяется. Так, 5 сработок, что ли, получается. Ну, в общем, как-то так. Вот эта полоса, конечно, радует. Пойдемте смотреть. Не знаю. И как раз начнем вот прям с этой. Я вообще, ребята, все забыл. Зевник забыл, блин. Короче, щипчики забыл. Сумку я не брал, потому что жалиться я еще оставлю, ребята. Погода стоит хорошая, а что нет-то. Все равно сегодня, сегодня, говорю, завтра, послезавтра куда-то поедем в этот район заниматься рыбалкой. Пускай стоят, живец у меня есть. В кане штук 15, там карасиков, немножко плотвы. Сейчас вот так пойду и поменяю, что смогу. Ну и проверим, 5 сработок получается. Ничего, короче, не взял, все забыл. Ладно, если щука попадется, как-нибудь достанем, надеюсь, крючок. Погнали. Первая сработка, ребят, которая возле лагеря. Вымотки, смотрю, нету. О, красота. Я говорю, ничего не замерзло. Что не рыбачить. Понятно, была щука. Это, кстати, крючки вот эти от Пашки. Сейчас посмотрим дальше. Как раз еще 2 сработки есть. Вторая жерлица и вторая сработка, ребята. Вымотка полная. Это хорошо. Что, будем пробовать? Вымотка полная, а щуки нету. Вот здесь такая сорожина стояла здоровая. Вон видно, видите, ребята, удар. Она держала до последнего. Щука мелкая, походу, и там тоже была. Одна и та же щука. К сожалению, не попалась. Ладно. Так. Ну, я все жалицы пройду, ребят, потому что вчера уже живца я смотрел. Уже он был, короче, такой себе. Соответственно, поменяю, что есть. Карась там, конечно, мелкий. Пацаны заехали. Андрюха говорит, с рыбалки осталось, заберешь? Я говорю, да давай заберу. Хотя этот карась такой себе, ребята. Плотва, конечно, лучше всего. 1, 2, 3, 4. Живец весь потух, ребята. Просто потух. Воронек сегодня покушает. Воронек покушает.
Карасики, ребят, настолько мелкие у меня. Непонятно. Мертвый. Что, наверное, через спинку буду насаживать. Точнее, за спинку. Вот так. Пускай на двойниках, но через жабры, потому что там, что там насаживать, крючок больше, чем сам карась. Идем дальше. Следующая, ребята. Получается, первая сработала, вторая через одну и вот третья. Вымотка полная. Но если щука... Опа, есть. Ребята, есть. Слушайте, по сопротивлениям такая ничего вроде. Щучка-то. Да, задергалась. Килограмм, ребята. Килограмм. Вот на такого ельца попалась. Килограммчик, ребятки. И вот, как Пашка и говорил, Андрюха говорит, двойники просто убийцы щуки. Они, ребята, прям там. Он прям там, короче. Сейчас даже не знаю, как доставать. Палочку какую-то, что ли, хоть. Ребят, как бы это ни звучало, но на глазах сейчас щелкнула сработка при мне. Я вот смотрю вдаль, бац, мы же там одну сработку видели. Вторая появилась. Вечерний выход получается. Вот так вот. Так что я сейчас, возможно, пройдусь и еще сработка будет. Нефиг делать. В общем, в конце еще, ребят, загар. Класс. Аж флажок отлетел. Ну что, пробуем. Есть, ребята. Опа. Что за хрень? Фига она тут намотала, смотрите, ребята. Аж грузила. Что, какая-то веревка, ребята, сетки. Сети. Фига тут, блин, намотано. Ужас. Непонятно, короче. Веревка, ребята, от сетки. Да, накрутила тут, набородила. Охренеть, ребята. Короче, полная жо. Так сам захочешь, ребят, не закрутишь. Сетки, да, сетки здесь стоят, блин. Все лето. Еще говорят, щуку жилищники выбивают. Пошла вроде, ребят. Ну, небольшая. Не большенькая. Тихо, тихо, мать. Что ты такая? Че себе? Я бы, ребят, ее отпустил, но смотрите. Кишки как-то аж наружу. Грамм 500 такая. Придется забрать. Крючок выплюнула, но кишки, короче, наружу, блин. Что-то тут она, блин, бедолага, крутилась вместе с этой сеткой, походу. Ладно. О, поводок, ребят, смотрите. Поросячий хвост. На замену Пашка подогнал поводков. Вот, ребята, вчера на вот эту желицу попалась щука. Воронье тут или кто-то приходил. Живца отгрыз.
И вот получается 2 к ряду сразу же. Та вроде была сработавшаяся, а вот это сейчас стрельнула. Сейчас посмотрим. Вот как-то полоса здесь рабочая, походу. Полная, ребята. Это хорошо. Это нам нравится. Ну чё, посмотрим. Полная вымотка, а к сожалению щуки нету. Мелкая щука хулиганит, походу. Ладно. Так, ну что, еще одна сработка, ребята. Будет третья, как думаете? Давайте загадываем на трофейчика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тоже какая-то трава. Получается, вот та, ребята, которую сейчас проверяли, она вот только и сработала. А это с ночи. Полная вымотка тоже. Вроде чистил лунки, что такие грязные. Ну что, пробуем? Давайте. На третью. Опа. Есть, ребята. Даже вроде что-то неплохое. Бомба. Полторашка точно, ребят. Есть. Красотка. Таежная. Полторашка есть, ребят. Ну вот. Не с пустыми мы ручками, ребятки. Щучку-то половили немножко. Тоже, блин, в шахте. Да, здесь полтора. Железно есть. Все, ребят, сейчас что, отцепляются. Насаживаюсь. Сейчас просто пройтись, надо живца везде поменять. Все, что есть, поменяю. Берег, ребят. Береговая. Тоже, блин, там крючок. Ну ничего. Нашли тут тоже тропочку-то. Это радует.
Все, ребятки, успел я пройтись. Нашел, ребята, я ответ, почему именно там есть работки. Потому что в том углу весь живец живой. Все остальное мертвое. Вот просто вот такое. Это тот район, где я утонул, ребята. Провалился. Там, значит, бьет ключик. Вот почему и там и щука, там и живец живой, там и, соответственно, и мелочь, она там и пасется. Мне кажется, надо продолжать дальше пробивать ту точку. Может куда-то выводить в середину, может продолжать. Короче, все крайние жерлицы, ребята, 5 штук. Весь живец просто бодрый. Сосуда бьет ключ, подмывает. Соответственно, как-то так. А здесь полностью мертвое, ну не знаю. Здесь сработки были. Соответственно, вот такие дела. У нас 3 щучки, ребят, сегодня. Вчера хорошая. Я считаю, рыбалка вообще великолепна. С такой погодой, ребят, ну просто кайф. Просто кайф. Ну все, что сейчас? Я сегодня без ничего, говорю, без термоса, без чая, без ничего. Поехал быстро-быстро. Хоть руки отмылись. Кайф. Жерлицы, ребята, оставляю. Живца как раз хватило. У меня последний 2 карасика осталось. Я их в лунку выкинул, отпустил. В общем, на всех живец свежий, бодрый, новый. Поглядим. Время 2:30. Потихоньку поползу, ребят, до дому. Так что увидимся. Сейчас надо проехать, забрать щуку, а то на льду оставил. Ну, без саночек, чтобы не таскать их. Ну, сейчас потихоньку за минут 40 доползем до дома. В общем, 4 час, 5-10. А тут уже темно будет. Так что все. Погнали, ребята, до дому. Обязательно завешу. Получается где-то грамм 500. Ну, я бы ее отпустил, но там в кишках все в крови. Что-то сетка какая-то. Я там ее тащил, рвал походу. И из-за этого вырвал крючок. А та 1,5 стабильно, ребята. И вот это кило 200, наверное. Посмотрим, как у меня глазомер работает. Все, поеду домой. Давайте, ребята, на связи.
Так, ребят, ну что, это вот вчерашняя, уже чищенная, уже будем готовить. Вот сегодняшняя. Так, я сказал кило 200, что-то полторашка и 500 грамм. Ну, посмотрим, глазомер, ребята, в дрюне работает. А то же все пишет. Ты завешивай, что ты нам обманываешь. Зачем мне обманывать-то, ребят? Вот это у нас полторашечка, последняя была. Может даже больше. Ох, еще живая, ребят. Может даже больше. Килл 595. Килл 595, ребят. Так. Все угадали. Это у нас грамм 600. 705 грамм. Так, и так, кило 200. Килл 275, ребят. На 100 грамм. Я даже уменьшаю. Так что все. Мне кажется, вопросов больше не должно возникать. На камеру, да, может и непонятно. Ну что, хорошо. Эту щуку, ребят, эта щуку пойдет в подарок. Попросили на Новый год.